Утвердив повестку дня, депутаты Сухумского городского собрания заслушали отчет о результатах оперативно-розыскной предупредительной деятельности Управления внутренних дел по городу Сухум за 4 месяца 2022 года. За анализируемый период времени работу УВД осуществляли 169 сотрудников. Недокомплект штатов составляет 30 человек. Основная работа была направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности. Зарегистрировано 62 преступления, из них раскрыто 58. Тяжких преступлений зарегистрировано 19, раскрыто 16 или 84,2%. Зарегистрирован и раскрыт один факт особо тяжкого преступления – это убийство. Преступление раскрыто, лицо задержано. Тяжкие телесные повреждения – 2 факта, оба раскрыты. Кражи – 13 фактов, 9 раскрыто. Хулиганство – 2 факта, обе раскрыты. Мошенничество – 1 факт раскрыты. Незаконное хранение огнестрельного оружия – 16 единиц зарегистрировано преступлений, все 16 раскрыты. Незаконный оборот наркотиков – 22 единицы раскрыты. ДТП – 3 единицы раскрыты и прочие преступления – 2 единицы также раскрыты. По сообщению Батала Ломия, процент раскрываемости преступлений остается на уровне выше среднего. Причина – постоянный недокомплект кадров и практически ежедневное привлечение сотрудников на разные охраняемые мероприятия, которые отвлекают оперативных сотрудников от выполнения возложенных на них функциональных обязанностей. Согласно плану по деэскалации, город, набережная Диаскоров, набережная Махаджиров и пляжные зоны патрулировались как пешими группами патрулей, так и автопатрульными группами. Силами УВД практически круглосуточно. Имеются, конечно, и определенные трудности, но, несмотря на это, сотрудники УВД по городу Сухум осуществляют свою работу в полном объеме. Нагрузка на личный состав очень большая, особенно в летний период. Депутаты городского собрания предложили закрепить сотрудников для дежурства на набережной Махаджиров и в парке боевой славы для обеспечения общественного порядка. Огромное количество, вот даже сегодня на разных платформах, Инстаграм, ТикТок, мы видим, что дети умудряются в парке славы просто какие-то тренды снимать, какие-то видео снимать. Я не говорю, что очень как-то себя ведут, но все равно это не соответствует уровню парка славы. И поэтому огромная просьба одного человека хотя бы, я не знаю, в виде охранника, в виде караульного, в виде кого угодно, просто чтобы он там за общественным порядком следил. Далее депутаты перешли к рассмотрению письма главы администрации города Сухум Беслана Эшба. Представляя письмо, заместитель главы администрации Астамур Ашуба отметил, что принято решение привести все подведомственные учреждения в соответствии с законодательством, а именно создать единый департамент с различными направлениями: управление здравоохранения, управление культуры, управление образования, расчетный центр по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат будут ликвидированы. На их базе будет создано единое муниципальное учреждение. Администрация обратилась в городское собрание, чтобы присвоить новым организациям соответствующие коды. Смысл в чем? Политику в сфере того или иного направления определяет, грубо говоря, департамент или орган, который входит в аппарат. А всю техническую распорядительную работу будут осуществлять эти муниципальные учреждения. То есть, если брать, скажем, управление образования, то есть сегодня существует форма как управление образования города Сухум. Оно ликвидируется, на базе этого управления организуется муниципальное учреждение управления образования города Сухум. В это учреждение будут входить филиалы, детские сады, школы, и иные образовательные учреждения, которые входят в состав управления образования. Будет звучать так: филиал муниципального учреждения управления образования города Сухум, школа номер 2, допустим. Вот. А в администрации города будет департамент, который вот сейчас недавно в распоряжении главы был создан, департамент по социальным вопросам, социальный департамент, так официально называется, в состав которого будут входить специалисты по всем направлениям социального именно направления. То есть это образование, здравоохранение, культура, спорт и соцвыплаты. То есть, соответственно, эти специалисты будут входить в этот департамент, будут подчиняться начальнику департамента. Вот такая картина была изначально у нас сложена, к которой мы сейчас двигаемся. Депутаты городского собрания не согласились с предложенной структурой. По их мнению, один руководитель не сможет управлять всеми направлениями. По большому счету, получается, вы создаете
ту же самую организацию, просто меняете название и над ними ставите еще организацию, которая будет контролировать. От нас это требует закон. По закону нельзя создать 5. Как может Можно один человек создать медицину, Нет. медицину, культуру, потом здравоохранение, сказал, медицину, спорт и еще соцзащиту Мы объединять вместе? согласны под единоначалием руководителя департамента, наверное, если это будет как здоровый организм и в полном объеме Мы-то не работать, это против, невозможно. мы не против. Ну, создайте Но- 5 структур, пускай специалист занимается одной профильной своей Но мы профессией. же сказали, что мы же не сказали, вот это начальник департамента, у него никого не будет. Вот мы решили. А в связи зачем с тем, лишних создавать? Еще вы человека создаете 5 человек и еще начальник. Ну вот. Лишние. Вот ту же самую или Хагба поставьте начальником этого департамента, и пускай она дальше свою работу продолжает и делает. В итоге, после длительного обсуждения, депутаты все же присвоили код муниципальному учреждению администрации города Сухум расчетный центр по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат. Рассмотрение всех остальных вопросов было перенесено на следующее заседание. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.